Добрый день, уважаемые пользователи платформы онлайн-кредитования. Я расскажу вам о процессе регистрации, входа, а также подачи заявки на кредитование. Для регистрации на платформе с правой стороны вверху сайта нажмите кнопку «Регистрация». На экране отобразится окно регистрации с помощью ЭЦП или СМС-кода. Выберите удобный для вас способ регистрации и нажмите на него. В качестве примера рассмотрим регистрацию с помощью ЭЦП. Поставьте галочку, укажите путь к сертификату, выберите сертификат с предназначением АУТ РСА и введите пароль. На экране отобразится окно для заполнения данных. Заполните все поля и нажмите на кнопку «Регистрация». При регистрации с помощью СМС-кода также поставьте галочку, что подтвердит ваше согласие на сбор и обработку данных. Введите ИИН и номер телефона и нажмите на кнопку «Отправить СМС-согласие». После заполните все запрашиваемые поля и нажмите «Регистрация». Для входа на сайт нажмите на кнопку «Войти», после чего введите ИИН и пароль. После входа в систему на главной странице отобразятся доступные программы для кредитования. Выберите необходимую программу, нажмите на кнопку «Подать заявку», ознакомьтесь с заявлением и согласием на сбор и обработку ваших данных и поставьте галочки в подтверждение согласия. Ознакомиться с заявлением и согласием вы можете, нажав на кнопку «Посмотреть». На ваш телефон будет направлен СМС-код, который необходимо ввести в поле и нажать кнопку «Подтвердить СМС». В случае отсутствия регистрации в базе на ваш номер телефона будет направлена СМС со ссылкой для перехода на сайт. Пройдя по ссылке, вы можете пройти онлайн-регистрацию в базе мобильных граждан. Пройдите на второй шаг, где нужно заполнить сведения о залогодателе. Введите ИИН и номер телефона залогодателя. На указанный номер придет СМС-код для подтверждения, ответным сообщением, на которое необходимо подтвердить свое согласие. После подтверждения система производит запрос в государственные базы данных. На экране отобразятся сведения по залоговому имуществу. Выберите залог и нажмите на кнопку «Далее». После перехода на третий шаг необходимо заполнить сведения об условиях и целях кредитования. Например, по программе кредитования животноводства нужно заполнить поля «Цель кредитования», «Возраст скота», «Количество приобретаемого животного», «Цена за единицу», «Необходимость корма». Нажмите кнопку «Далее». К сведению пользователей платформы, справа на экране для удобства заполнения кредитной заявки доступны подсказки и уведомления. После перехода на следующий шаг заполните поля «Срок займа», «Льготный период по основному долгу и процентам», «Порядок погашения основного долга и процентов», «Метод погашения». Укажите дату платежа и нажмите кнопку «Далее» для перехода на следующий шаг, где производится финансовый анализ для принятия предварительного решения по кредитной заявке. Финансовый анализ производится для проверки благонадежности, кредитоспособности и платежеспособности клиента на основе данных информационных систем государственных органов. После получения информации выводится результат финансового анализа. В случае предварительного одобрения на экране отобразится уведомление о необходимости обратиться в филиал общества с перечнем необходимых документов. Либо откроется окно, в котором можно вложить сканированные копии документов, а также ознакомиться с предварительным графиком платежа. В случае отказа в рассмотрении заявления отображается уведомление с указанием причины отказа. На этом процесс подачи заявки на кредитование завершается. Спасибо за просмотр.